очень интересная история, с чего начался проект вообще. Он возник благодаря моим студентам. То есть я преподаю социологию, и один из моих курсов называется «Социология социальных проблем». То есть я преподаю как раз преподаю этот курс на отделении социологии Казанского федерального университета, и там мы обсуждаем следующее, то, что вот существуют социальные проблемы, и эти социальные проблемы используются, да, то есть эксплуатируются. Кто-то получает гранты, кто-то получает финансирование, кто-то там занимается пиаром. Ко мне подошла студентка, и ее зовут София Колокова, она сейчас уже закончила университет. И она объясняет, София Колокова, что вот наше передвижение по городу – это сплошная, вот буквально полоса препятствий, потому что два маленьких ребенка, везде бордюры, везде лестницы, и говорит, я, в общем, там, она такая не такая, в общем, не сказать, что она там обладает какой-то серьезной физической силой, да, она говорит, вот, я таскаю эти коляски, причем маленького ребенка одного за руку, другой в коляске. Я предложил другим студентам заняться этой темой, там, мы начали обсуждать, что можно сделать, начали с пикета, потом, собственно, родилась идея карты Казани доступной. И вот как раз уже на пикете, да, мы познакомились, на пикете в июне 2010 года мы познакомились с Айратом Калимуллиным и Александром Калашниковым, они передвигаются на колясках, и они включились вот в эту работу, включились в этот проект. Айрат Калимуллин, который наш координатор, который передвигается на колясках, он нам на пикете рассказывал, что у него была встреча с Камилем Исхаковым, что Камиль Исхаков обещал, это была встреча еще на стадии проектирования и строительства Казанского метро, и Камиль Исхаков пообещал, что все станции метро будут доступны. И это обещание не было выполнено. В спешке строили метро к тысячелетию Казани. В течение самых последних лет был оборудован подъемниками. На новых станциях установлены лифты, но мы сталкиваемся с тем, что нередко эти лифты не работают. Кроме того, вокруг входа в станции поребрики. Да, то есть, получается, в принципе, человек, например, на коляске, он все равно въехать самостоятельно не может. Да? Город Беспреград, он действительно существует с 2010 года. Оценка эффективности проекта – это всегда очень сложная вещь. Да? То есть в городе, несомненно, произошли некоторые изменения. Мы считаем, что они произошли в очень ограниченной степени. Но все-таки какие-то сдвиги происходят. Основная заслуга людей, наших координаторов, да, координаторов города Беспреград, заключается в том, что тема доступности, она имеет значение, да, то есть она обсуждается. Самый сильный шаг, на мой взгляд, который мы сделали, да, вообще у нас был целый ряд действий в рамках этого проекта. Мы проводили пикеты, проводили шествия, организовывали фотовыставки, где показывали, собственно, фотографировали Казань, сравнивали Казань с европейскими городами. Казань же претендует на то, чтобы быть европейским городом. У нас фотовыставка называлась «Город Беспреград», и там две серии фотографий, одна серия фотографий в Казани, другая серия фотографий в европейских городах. То есть мы собственно, сравнивали, показывали контраст. Мы проводили пресс-конференции, создали карту Казани доступной. Но вот один из самых сильных шагов – это была прогулка на колясках. Да, прогулка на колясках, когда ровно год назад мы арендовали 10-15 кресел колясок, просто сесть, да, в кресло коляски и попробовать проехать по городу. После этого, да, мэр Казани дал обещание, буквально через неделю был деловой понедельник, насколько я помню, и как раз он высказался по поводу того, что все парки и скверы будут доступны, да, дал обещание, что доступностью в парках и скверах городская власть будет заниматься. И мэр Казани, вот его ответ, кстати, он тоже способствовал продолжению проекта, потому что в своем ответе, этот ответ у нас сохранился, Ильсур Меньшин написал, что в городе все в порядке с доступностью. Все новые объекты отвечают этим требованиям, транспорт оборудован, красный автобус оборудован аппарелями, там много низкопольных автобусов. Из его ответа следовало, что все замечательно, все в порядке. И вот, получив этот ответ, мы поняли, что какие-то разные реальности. Да? Одна реальность в голове у мэра, другая реальность, собственно, это реальность горожан. И стало ясно, что нужно действовать в этом направлении, показывать, что, собственно, ситуация с доступностью абсолютно неприемлема. Вот отношения городских властей. К Ильсуру Меньшину очень много вопросов. Ливневая канализация, да, я вот фотоаппарат с собой не захватил, к сожалению, этот снимок, да, там я иду каждый день в Казанский университет пешком обычно, да, и живу в Старо-Татарской Слободе, вот недалеко как раз отсюда. И там ливневая канализация, она просто закрашена разметкой, да, то есть вот эти решетки, они просто закрашены, она не работает, в принципе, она просто, либо она забита, либо решетку положили на асфальт, да, для видимости. Не знаю почему, да. Муляж. Может быть, да, может быть, это муляж, но это же, конечно, вызывает вопрос, насколько городская власть вообще способна решать городские проблемы. У нас каждый ливень – это потоп, да.
Вообще, в целом, да, это не только в республике происходит. В целом, да, отношение российских властей, и в том числе республиканских властей, к общественным организациям, оно лицемерное, лукавое. Да, на словах Владимир Путин заявляет о том, что, конечно, нам нужно гражданское общество, нам нужны сильные институты гражданского общества. Но фактически что мы видим? Мы видим наезд на общественные организации, мы видим закон об иностранных агентах, мы видим постоянное давление на правозащитников. И в республике это проявляется не так отчетливо, как на российском, на федеральном уровне, но тем не менее о нашей группе знают абсолютно точно, да, знают и в руководстве республики, и знают и в мэрии. Но за все это время не было ни одного предложения встретиться нашей группе, да, с представителем власти, встретиться с президентом Татарстана или встретиться с мэром города и просто обсудить ситуацию с доступностью. Самое главное в этой встрече было бы то, что люди с инвалидностью, которых несколько человек в числе наших координаторов, они бы сами формулировали проблемы. Да? Был бы налажен прямой диалог между людьми с инвалидностью и властью. Но этого не происходит. Почему? Потому что власть, и республиканские власти, и российские, они, очевидно, избегают острых вопросов, избегают критики и предпочитают иметь дело только с теми общественными организациями, которые лояльны, которые демонстрируют лояльность, которые, собственно, приближены к власти, да, отказываются от какой-либо критики. Вот эта боязнь критики, страх перед критикой, страх перед публичной критикой, страх перед открытым обсуждением, конечно, он характерен и для республиканских властей, и для городских, и в целом для федеральных властей. У меня действительно срок истекает в сентябре этого года, срок трудового договора, вот этот 5-летний договор. И уже последние 2-3 года я наблюдаю постоянные попытки руководства университета оказать на меня давление, скажем, поставить меня в какую-то ситуацию там, невыигрышную. То есть все это началось после публичной критики Ильшата Гафурова. И я знаю точно абсолютно, что проверяли в течение последних нескольких лет, насколько тщательно я выполняю профессиональные обязанности, насколько я выполняю, да, то, что я должен делать как преподаватель. И периодически предпринимались уже, это не первая попытка, да, убрать меня из университета, там очень серьезная попытка была предпринята год назад под предлогом сокращения, реформирования, да, у нас фактически институт был, наш институт массовых коммуникаций и социальных наук, да, был реорганизован, да, и соединен с институтом, с философским факультетом, да, и возникла новая структура. Вот тогда руководство университета год назад использовало эту возможность с тем, чтобы меня убрать из университета, то есть все сотрудники получили уведомление о сокращении. А мне было, причем всем сообщили, что будет контракт продлен, но мне на заседании кафедры сказали нет, и причина это ваша критика ректора и критика руководства университета. Но тогда, благодаря общественности, руководство университета сделало шаги назад. То есть они поняли, что если меня сократят, то это будет очень серьезная история. Конечно, я бы пошел в суд, доказывать, что это сокращение не это нарушение законодательства. Дело в том, что я занимаю одну из руководящих позиций в университетской солидарности, это профсоюз, ячейка которого зарегистрирована в Казанском федеральном университете. И кроме того, я член избиркома с правом решающего голоса. По закону член избиркома не может быть уволен с основного места работы до истечения срока его полномочий, срок моих полномочий 2018 год. Я сегодня написал о том, что если изменений не произойдет, если изменения не будут предприняты и действительно столкнут лбами двух преподавателей, меня и мою коллегу, причем это моя ученица, да, то есть она была моей студенткой, я ее очень уважаю. Если они столкнут нас в борьбе за это место, то я просто снимаю свою кандидатуру, я не буду участвовать в этом конкурсе. Часто замечаешь это ощущение безнадежности, ничего нельзя сделать. Да, мы люди маленькие, да, что тут можно сделать, да? Но мне кажется, что это ощущение безнадежности, оно не соответствует реальности. Иногда просто нужна энергия, да, нужно упорство в отстаивании своих интересов. В конце концов, если нет никого рядом, кто мог бы помочь, но есть же правозащитники. В некоторых ситуациях можно просто обратиться и получить юридическую помощь, можно добиться защиты своих прав. То есть можно
все-таки получить эту поддержку. Иногда люди, к сожалению, отказываются вот в самом начале, да, и считают, что ничего не изменить. Но если, согласитесь, если все говорят, что ничего не изменить, то ничего и не изменится. Да, изменения возникают тогда, когда люди пытаются их добиться. Я бы сказал, что вот есть очень много историй, которые показывают, что имеет смысл сопротивляться, имеет смысл требовать изменения ситуации. Находить сторонников, заручаться поддержкой, обсуждать ситуацию друг с другом, не сдаваться, не уходить там я не знаю, в свой мир, да, а пытаться быть вместе. И вот только так можно ситуацию изменить. То есть, с социологической точки зрения, это такие практики самоорганизации снизу, да, очень важно, чтобы были вот эти ростки. Гражданское общество именно так и создается, не сверху, а именно снизу. Когда люди объединяются, начинают решать свои проблемы, да, любые, там, я не знаю, здесь засыпают Волгу, да, например, здесь уничтожают лес, да, там строят жилье какое-нибудь элитное. Здесь, например, несправедливость, кого-то увольняют с работы, нужно объединиться в его поддержку, да, заявить о том, что это недопустимо. Просто высказать, да, что этого нельзя делать, встретиться с властями, объяснить, что это неприемлемо. Да. Я очень признателен. Кому вы признательны? Я очень признателен ряду изданий, я их перечислю. Да, это вообще надо сказать, что есть ли независимые СМИ в Татарстане? В Казани, которые поднимают темы невыигрышные для властей, что очень важно. И их не так, в общем, конечно, их совсем немного, но они все-таки есть. Но в этой ситуации конкретной, да, я признателен очень свободной трибуне, журналист, который Вадим Мещеряков успел приехать на набережную, да, в тот момент, когда я еще там находился с полицией. А вы написали, что ли, СМС? Я написал в Фейсбуке. А он сразу? Я написал в Фейсбуке, там был мой пост, да, о том, что я задержан на набережной, когда снимал «Лестницы без пандусов». И вот свободная трибуна, сотрудник свободной трибуны это увидели, да, и Вадим Мещеряков успел приехать туда, и он был в полиции. Очень признателен «Вечерней Казани» и Марине Юткевич, которая тоже и в целом «Вечерней Казани», которая эту ситуацию представляла. И Марина Юткевич присутствовала на суде. Там ситуация очень быстро развивалась, но она успела приехать в суд. И на суде еще присутствовал Кирилл Антонов из «Коммерсанта», и тоже он как бы видел то, что происходит. А в «Бизнес онлайн» работают в том числе и мои студенты, да, работают профессионально, но в целом я бы не стал комментировать «Бизнес онлайн», поскольку у меня отношение к этому изданию неоднозначное. Да? То есть не всегда я понимаю их информационную политику, не всегда их действия у меня вызывают поддержку, то есть поэтому я бы не сказал, что я могу как-то однозначно оценить «Бизнес онлайн», но, наверное, это и не требуется. Свобода СМИ чрезвычайно серьезно ограничена, существуют запретные темы, да, запретные проблемы, существует список людей, которых там вряд ли будут брать у них интервью и приглашать на телевидение. Телеканалы контролируются полностью, поэтому ситуация вот такова, какая она есть.